Так, всем видно вот это вот вещь? Эта вещь. Ja. Видно. Это очень интересный артефакт 15 века. Значит, это арбалет. Арбалет, который принадлежал графу Ульриху Пятому Вюртембергскому в 15 веке. Немецкому, значит, феодалу, немецкому графу. Вот, собственно говоря, он хранится в Нью-Йорке в музее, этот арбалет. И там есть, помимо всяких прочих украшений, вот такая штука, которую некоторое время не обращали внимания, думали, что это какая-то просто, ну, вот там узор какой-то непонятный. А на самом деле там написано на идише, значит, «Хоп лив год, хот гуд hearts». То есть люби Бога, имей хорошее сердце, доброе сердце. По Приписывается производство этого арбалета некому Генриху Гейду, или Гайду. Значит, видимо, это был вот еврейский оружейник, который занимался производством арбалетов и такую вот штуку писал. Либо по просьбе самого графа, потому что, наверное, считалось, что вот еврейские письмена обладают какой-то особой силой, там типа как оберег. Вот. Либо просто он сам решил как бы себя так вот увековечить. Ну, вот такая штука интересная, 15 век. Один из таких старых вот артефактов, неожиданных. То есть вот, пожалуйста, графский арбалет. Вот. Ну, теперь читаем. Давайте читать. Значит, мы остановились. Мы давайте чуть-чуть назад еще отойдем. Значит, где Шефтл спрашивает про фамилию, имя и фамилию девочки. Значит, вот Ву Руфтмендих я мышкой показываю, если вы видите. Ну вот Павел тогда начинает. Er ruft men dich, hat Schäftel gefragt, nehmen dich sie zu sich auf die Knie, Svete, und die Familie deine, Oreshina, hat sie mit weinendiger Stimme geantwortet. Und ich bin nicht schuldig, was der Tischler hat sich verliebt. Ну, versteht sich, вот Шефтл sie. А? Можно Ну, перевести. Хорошо. Как тебя зовут? Шефтл, спросил Шефтл, беря ее, взяв ее себе на колени. Света. И фамилия твоя? Орешина, сказала она ответила она плачущим голосом, заплаканным таким плачущим голосом. И я не виновата, что скатерка заляпалась. Дальше. Так. Ну, versteht sie, hat Schäftel sie untergeheubnet auf die Knie. Wie bald der Tischler hat sich verlappt, ist der Tischler местами allein schuldig. Ну, понимаешь ли, сказал Шефтл, значит, садив, что ли, ее с колен. Ну, покачивай, в том, что... Хвойда это качели, значит, покачиваю на коленях. Коль скоро, значит, скатерка заляпалась, скатерка, конечно, виновата сама. Nee, niet der Tischtag. Schuldig is der Tinter. Hat sich allein übergekehrt. Alleen, так ja, от Hostdir. Wieso hat es allein genommen und sich übergekehrt? То есть нет, не скатерка. Виновата чернильница. Она сама перевернулась. Сама, так уж. Ну, чтоб тебя. Когда, ну, как это... как же так она сама, значит, взяла и перевернулась. Der Farwasser hat nicht gewollt stehen auf ein Fissel, und sie sich plötzlich zerlacht.
потому что она не хотела стоять на одной ножке. Внезапно, значит, девочка, она рассмеялась. От Ви. Ладно, значит, вот у нас, прошу прощения, что прерываю, вот у нас новый участник, можете представиться, звук включите. Звук слышно меня? Я говорю, у нас новый участник появился. Может быть, вы хотите представиться? Звук включить, вот, и там номер такой-то и такой-то. М? Ну, в общем, у нас есть участник, который нас слышит, но не отвечает. Значит, хорошо. Ольга, к нам, к Временно. сожалению, не присоединяется. Алло. Вот. Сейчас меня слышно? Так, теперь слышно, значит. Вот я говорю, что вы можете представиться. Добрый день, меня зовут Алла. Мы никак не смогли с вами. В прошлый раз Да, не да. получилось. Ну вот у нас, к сожалению, в этот раз постоянная участница Ольга Матвиенко не может присоединиться, потому что она живет в Донецке, там свои сложности, все через VPN, даже Zoom. Вот, может присоединиться. Ну, пока я, значит, немножко отмотаю в сторону. Мы читаем роман Нота Лурье «Небо и земля». Это классика советского идиша. Его называли еврейским Шолоховым. Значит, здесь как бы сцена такая понятная всем нашим соотечественникам. В общем, сцена происходит в еврейском колхозе до войны. Все разговаривают на идише, реалии как бы вот такие вот, тут колхозные, то это, в общем, как бы такое понятное. А до этого я показал вот такую интересную штуку, это исторический небольшой был экспорт. Это арбалет немецкого графа Ульриха V Вюрцембергского, который украшен, там, значит, украшен надписью на идише 15 века, значит, написано там Хоп лип год, хоп гуд херц. То есть, значит, ну вот в современном English Hearts тогда было в 15 веке, как написано, по крайней мере, так как по-немецки herz, сердце, то есть люби Бога, имей доброе сердце. Вот такой вот просто интересный артефакт, что в 15 веке кто-то, некий оружейник, которого звали Генрих Хайд, или Хейд, украсил арбалет, некий графский арбалет надписью на идише. У нас бывают каждое занятие начинается с такого исторического экскурса. А теперь мы читаем, ну, может быть, вот, Алла, вы попробуете прочитать. Я мышкой покажу, если видно мышку. От Ви. Вот, от Ви. Я, Попробуйте правда, прочитать. вообще самое подтянули меня идиша. Да, давайте попробуем. Ну, давайте. Где? От Ви. Вот мышку видно, я показываю мышкой. Не очень Вот. видно. Ну, посередине экрана, смотрите, значит, тут реплики идут. Реплики героя, значит, это романа Шефтл. Приехал в Гуляйполе, село Гуляйполе известное, да, где там была Махновщина, потом был еврейский колхоз. Вот это вот. Арашена, Хаот, Зенит. Вот это? Так, это вы где читаете? Это вот буквально под вашим изображением первая строчка. Нет, значит, мы уже прошли немножко дальше. От Ви, вот там, где посередине экрана. От Ви, от Шефтл, Хилхик, Окна, Гетон. Попробуйте. От Ви. С восклицательным знаком. Вот смотрите. От Ви, Хаот, Шаптал, Вот. от ВН, Хаэт, Шафтал, Шефтл. Шефтал, Хаял,
Елхик, значит, смотрите, тут я сразу отмечу, смотрите, на идише здесь специально я взял советский текст, потому что в советском идише писались слова древнееврейского арамейского происхождения, значит, семитские, фонетически, то есть пишутся, так и пишутся более или менее, поэтому не надо ментально просто забыть про иврит, то есть не пытаться вставлять какие-то гласные, которых нету тут. И читаем, значит, комец всегда О, никогда не А. Читаем, значит, отви, ход, то есть читаем фонетически, то есть забыли, не вставляем никаких дополнительных гласных. Шефтл, шефтл, причем выдержи согласные L и N, особенно в конце слов, часто образуют слог безгласный, то есть шефтл, или, допустим, другое слово здесь возьмем какое-нибудь, фисл, вот выше, да, фисл. И я читаю, смотрите, эту строку от ви. Что значит от ви? От так, да? От так, вот так. То есть от как, вот как, вот как. А, вот оно как. От Шефтл, Шефтл это имя, от имени Шапсы, уменьшительный от Шефтл, Хилхик, громко, Акнак, бетон, Авдерцунг, значит, цокнул, громко цокнул языком. Акнак, цокнул, Акнагетон, Мидерцунг, языком. С, значит, мид это с, предлог, который в данном случае означает творительный падеж, значит, чем щелкнул языком. Унду, дальше попробуйте, лучше прочитать. Унду. Так, дат, медар, Где? сонне, Нет, вот унду, конс шпринген. Видите эту фразу? Это конец статьи, который вы начали читать. Унду. Так, нак, Акнагетон, Мидерцунг. Прочитали? мид, да, суну. Он ду, Ун. Смотрите, опять же, значит, забыли про иврит. Во всегда читается как у. О это комец алеф, значит, вов это у. Ун, ду. ду, Конс. ду, Конс. конос, Конс. Не вставляем никаких гласных, значит, забыли про иврит. Читаем фонетически. Как написано. Конс. Конс. шринган, Айн всегда, айн как Айн это гласное выдержание. Читаем как Шринген. шринген, шринген, он, Аф, эйн, фисл. а почему тогда тут как А читается, если комец это О? А потому что тут нет комаса, поэтому я. А где тут комас? Тут нет комаса. Вот тут нет комаса. То есть если комец, то читается как О, если нет комнаты, то как А. А если в начале, то может означать просто как бы обозначение того, что после этого идет какой-то гласный. То есть это либо У, либо И, либо дифтонг, который может быть Эй, А или Ой. А есть какие-то вообще, вот как в иврите, вот первое, что голосовки учат, какие-то вот правила чтения есть? Есть, я же объясняю, что правила фонетические. То есть если слово происходит не из, опять же, я не говорю иврита, потому что по-другому нужны слова, есть древнееврейского произношения. То есть шаббас, например, а не шаббат, правильно? И так далее. Все слова звучат по-другому. Но если слово семитского происхождения, может быть, арамейского, не только как бы из древнееврейского, то читается действительно, как традиционно пишется, и вот эти вот добавляются гласные. А если слова там с германского или славянского происхождения, каковых выдержит большинство, мы читаем вот
как слышится, то есть вот читаем как алфавит, ничего не вставляем лишнего. То есть конст, шпринген, айн читается как это гласное. Алеф в советском идише, если это А, то без огласовки пишется просто А. Вот видите, Акнак, Гетто. Если это западные книги современные, то есть изданные в Америке, например, то прописывается пасах, значит, голосовка пасах, да, то, значит, чтобы четко различалось А и О. Но, в общем, если это кома цала всегда О, можете послушать песню Афон Припечек Брента Файрел, наверное, вы ее знаете, значит, там поет вот Зоржи Нохамол, он так и Нохамол, комец Алеф О, то есть вот дети в Хейдере изучают ашкеназское произношение голосовок и комец Алеф О, вот они запоминают, что комец Алеф это О. Всегда в диалектах может быть и если это вы можете услышать у украинских, у там, молдавских, евреев, у польских, У. Ну, не в любых позициях, но, в общем, там У. ВУЗ, наверняка вы слышали такое произношение, что кумец считается, не комец, а кумец. Но мы здесь читаем на литературном идише, который ближе к литовскому и белорусскому, поэтому комец алеф У, но никогда не. Правила, если вы не знаете, значит, я вам потом могу дать список литературы и послать просто учебник, чтобы вы посмотрели правила. Правила У меня занимаются. есть О, самоучитель Ольга. Сандера, такой зелененький. Какой? Сандлер. Вот, значит, Сандлер, желательно новое издание, которое уже постсоветское, потому что там орфография уже как бы современная западная, но для сравнения неплохо сравнивать оба издания, и которое советское, и которое уже постсоветское, и то, и другое, насколько я знаю, скачано можно найти. Так, все-таки Ольга к нам присоединилась или нет? Вроде да. Да, вроде подключилась. Ужас какой. Тут опять, значит, я вверх тогда немножко показываю, что мы тут рассматривали. Значит, вот этот арбалет, да, он принадлежал графу Ульриху V Вюрценбергскому. И хранится он в Нью-Йорке, в музее, значит, и там вот долго не обращали внимания исследователи, что что-то такое вот интересное, непонятное нарисовано, такая змейка, да, а там надпись на идише, это 15 век. Гоп лив год, хоп гуд херце. Значит, в современном идише сердце хартс, но в 15 веке, как по-немецки, видимо, то ли писалось она, то ли произносилось, в общем, написано херц. Херце даже. Так вот интересный артефакт. Надпись на идише 15 века на арбалете. То ли это был берег, я думаю, что это был берег, потому что какой-то вот граф решил, что у евреев, наверное, какие-то есть тайные знания, там, в общем, что-то такое. И попросил оружейника, какого-то еврейского, значит, который этот арбалет сделал, он такой вот, то есть с инкрустацией. И со всякими там христианские тоже есть всякие символы, но такой вот, в общем, разукрашенный есть. И сделал надпись на идише. Это 1460 примерно год. Вот такая интересная вещь. Теперь у нас вот новый участник Алла к нам присоединилась сегодня, значит, она немножко от нас отстает, поэтому, значит, Алла, я буду больше комментировать по поводу произношения, вы тогда следите внимательно за текстом, как мы читаем, потому что, в общем, привыкнете к тому, что это не иврит. Просто не надо вставлять ментально какие-то гласные, которых нет. Так, теперь давайте вот тогда... Так, а Михаил у нас включен? Я просто не вижу. Да, я тут. Значит, ну давайте дальше. Вот Афилы, Бизон, Сама, Фенстер посередине.
Афилы, Афилы, Бизон, самый Фенстер. Ну, до самого окна. Ну, ойп, азой, кумт дих, таке, Индир. матоны. Матана. Матоны, шефтал ход аройс, генумен, фун кешене, ди фарбек. Фарбики. Фарбеке, пушке, мид, макпасе. Монпасье. Монпасье. А, Монпасье. Монпасье, Гигебен, Светен. В этом. Ну, что-то так. Если Если так, то иди-ка сюда, что-то такое, да? нет, Иди сюда. ну тогда тебе полагается подарок. Кумдир так и Аматона. Значит, ну если так, тебе полагается подарок. Кумдир, то есть тебе приходит буквально, да, полагается. Значит, тогда тебе таки полагается подарок. Кумдир так и Аматона. Сказал, шептал и вынул из кармана вот эту вот. Ну, сказал, тут нету, просто Шафтал Ага. вынул, да, из кармана. А, шефтал вынул из кармана измятую, что ли, или что это такое? Нет, цветной, фарба, это цвет, А, краска, цветную. красочную коробочку Мгм. с Монпасье. Так. Ой, Ну вот это советские конфеты Монпасье, они, как мы видим, и в 30-е годы имели такой же вид, то есть металлическая баночка такая, как бы, да. Пушка– это обычно металлическая какая-то баночка или коробочка. И он gegeben свет, он и дал свете. ой, Дальше. ой, это что, Сара? Ой, Сара, значит, А, ой, Сарашейн, Пушкина. Сара это это типа как, какая, в смысле О, восклицания, какая. какая коробочка, да? То какая А коробочка. это сокращение как бы от Восфара, то есть Сара, Сарашейн, Пушкина. О, какая Мгм. красивая коробочка. Вот и овете, ойс, гешри. Цвета, от цвета, ой, А, ход это Гешрин. света, да. Ойс гешрин, зи из ароп гешпрунген фун шефтелс кни И un авек гелойфен Гелофен, Ава Гелофен, авек гелофен und кеген Анкеген, Анкеген, Анкеген. анкеген элкен welche из фарихт фарихендик Парихтендик. Парихтендик. фарихдик дихор эйлик арайн. Айлик. Айлик. Тут стоит у нас согласовка. Айлик Арайн. Да, ой, какая красивая эта коробочка, сказала Воскликнула. Света. Да, она Воскликнула. спрыгнула с колен Шефтовой и побежала к Эльке, что ли, которая, Навстречу Элке. да, которая, запыхавшись, как раз вошла. Не запыхавшись, значит, поправляю голос. А, Парихтендик Дихор. поправляю волосы. А, понятно. Айлик спешно, в спешке, значит, в спешке забежала. Тут, значит, я вкратце Алле рассказываю, о чем тут, в общем, что происходит. Происходит такое, значит, происходит тут событие в еврейском, значит, в Гуляйполе, которое стало в то время было еврейским колхозом, частью сети бывших сельскохозяйственных еврейских колоний Малороссии, которые в советское время стали колхозами. И, значит, там живет некая женщина Элка, у которой есть дочь Света. Пока мы не знаем, что с ее мужем, значит, на стене висит портрет мужа.
И к ней в гости приходит влюбленный в нее Шефтл, которого она тоже очень любит. У них была вот когда-то любовь, потом их пути разошлись. Тем не менее, они друг друга любят. Вот он приезжает, значит, в гости к ней. Ну, вот такая вот интрига. Они встречаются, Как значит, он знаком. называется роман? Чего? Как Что? называется роман? Как Himmel und, называется роман? Himmel und Erd, небо и земля. Значит, если я его сходу найду, у меня он есть. А, А кто автор, можно спросить? Да, Ноте Лурье. Ноте Лурье, в следующий раз я найду, у меня он где-то тут лежит на книжной полке. Ноте Лурье, классический советский еврейский классик, которого называли и называют еврейским Шолоховым, потому что у него тематика вот такая вот, жизнеописание, описание сельскохозяйственных колоний, про которые, это просто очень интересная тема, про которую многие не знают толком, что в Малороссии еще в начале, то есть в восточной части Украины, с начала XIX века царская власть разрешила евреям заниматься сельским хозяйством, там стали появляться сельскохозяйственные колонии, которые вот в советское время превратились уже в колхозы и совхозы, объединились в совхозы, и там около 100 тысяч еврейских крестьян бывших, которые стали колхозниками, говорили на идише. В Торонто есть такая, значит, исследовательница Анна Штерншис, которая выступает с Цоем Короленко. Она, значит, готовит тексты для Цоя Короленко. Цой Короленко поет вот эти вот песни из архива Моисея Береговского времен войны, там довоенные, всякие разные. И она исследовала это. Да, они поют. Что? Очень плохо слышно. С Даниэлем Каном. С Даниэлем Каном у них, да, он был, значит, Унтернационал у них была такая, был альбом. С Даниэлем Каном они пели тоже всякие такие вещи. Вот. А Аня Штерншис, она исследовательница как раз вот, она частушки исследовала, были еврейские частушки колхозные, значит, она их собирала. То есть вот Himmel und Erd — это такой интересный роман, интересен он тем, что вот реалии тут сельские. Но действительно это не выдумка, говорили там все на идише. Есть современный исследователь идиша, автор нескольких монографий, Геннадий Эстрой. Кстати, у него есть хороший по-английски учебник идиша. Его семья как раз происходила из Нового Златополя, из вот этих вот из колхозов, где говорили на идише. Он вырос, у них в семье всегда говорили на идише. Это вот, в общем, конкретная история. Поэтому, почему мы выбрали этот роман? Потому что здесь реалии все какие-то понятные, в общем, человеку, который русскоязычному человеку понятно. Вот. Конфеты Монпассье, рай с полком там, значит, какие-то, в общем, такие вещи, которые, ну, нам понятнее, чем, допустим, произведения американских писателей, где, соответственно, реалии американские. И язык тут очень хороший, он как бы очень такой красочный, много эпитетов, то есть, в общем, он очень подходит. И в отличие, скажем, от классиков, от Шолом Алейхема, сегодня как раз в Питере у нас будет мероприятие вот, Шолом Алейхема, в отличие от Шолом Алейхема, у которого довольно витиеватый такой синтаксис, тут все как бы очень четко читается. Так, значит... Красавичеса, который. Зингера пока мы не беремся за Зингера, потому что у него сложная и лексика, у него очень такая диалектная, польская, варшавская. Язык сложный. Можно будет взяться и за Зингера, но в общем из того, что и литературный текст, с одной стороны, и понятный, вот я выбрал Лурье, потому что, в общем, он как бы... легко ментально ложится на воспринимается русскоязычным читателем.
вспоминаем какие-то советские фильмы о колхозах и там, не знаю, Тихий Дон, вот, пожалуйста, это еврейский вариант. А теперь, вот Ольга, Мгм. Так, там мамы, с вот мамы мышка, начинается. если Мамезе, мамы, мамезе, ага, мамезе, да? Ну, мамезе. да, Ход зи фрайлех гек Фрейл, лун. Фрейлах, Фрейлех Эн. гек лун. Mit dem Блейхенем Пушкеле. Мамочка, посмотри, значит, она, ну, в смысле, ее голос прозвучал так радостно с вот этой жестяной. коробочкой, с одной Блэх это жесть, коробочкой, да? блэх это жесть, жесть. Ага. Митенблэк Пушкина, то есть жестяной вот этой баночкой или коробочкой, жестяной Мгм. баночкой. Мгм. Элке из Гевен Ибергетон ин цихтик вайс э, кафтеле, Кофтела, кофтеле, да. кофтела, Кофтеле кофтела. ун ин э, блоз, бло, так, Блов, блов. О, он. И блов шевиотен, клейд. Ага. Клейдл, Клейдл, Да, да, клейдл. Вос хобм шейн. Э, Шей, Эн. Так, шейн, нет или шей? Шей. Шейн. А, Арум, арум генумен, ир м, э, шлан, Ланкн, шланкен, да? Ланкн, Шланкен, кер, Керпер, 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 Керпер. керпер. Так, элке, так, вот эти Была составные переодета. глаголы. Была переодета, значит, изгибан ибергетон. Он тон это надеть, ибертон это как Переодевать. сказать, ну, значит, зихабертон это переодеваться, ибертон, значит, ибертонакин, например, переодеть, да, ребенка. Она была переодета в Мгм. чистую белую кофточку. То есть она убежала там в сене переодеваться, когда пришел гость, потому что она была там в каком-то этом халатике. Мгм. И на цихтек вайс кофтала, да, в чистую белую Белый, кофточку. да. Так, так, блау, это голубое, да, Блов. получается? Нет, синий блов, Синее. синий Так, и шевиота, шевиот, шевиотовое платьице. ага, Э, ВОЗ, так, так, которая уже, но так, красиво, это не уже это Шейн, которая а, красиво да. Ну, обнимал, наверное, то есть облегала облегал, ее тело, облегала я увидела. ее Керпер, стройное тело. Шланг это стройное. Ир, шланг, керпер, ее стройное тело. фигуру. Тут Так, интересный ага. момент, есть диалектный интересный момент. В советском идише было использовано, значит, была использована особенность украинского диалекта, в котором есть слово «блой» или «бло» и слово «блов». Значит, «бло» или «блой» в зависимости от говора это «голубой», а «блов» — «синий». Ни в каком другом Мгм. диалекте, ни в литовском, ни в польском, там, в венгерском различия нет, как по-английски, да, или по-немецки. Блой — это синий или голубой. То есть, если мы хотим как-то акцентировать внимание, какой блой, может быть, там ямблой, как бы морского цвета, тогда это синий. Ну, то есть, как как по-английски, да?
как бы все blue, то есть, хотя можно к этому blue добавить там какое-то уточнение. Си- Да, ага. Вот, а И как раз blue. именно в украинском идише есть вот такое вот противопоставлено блов и блой. И это особенно советского идиша. Некоторые читатели западные даже не понимают, а как бы, что это за блов и блой. Вот есть такая особенность, которая действительно и характерна только для этого языка. Так что блов это сильно. Теперь дальше. Мгм. Так, ihr hat sich schon befreit, Ба- befreien, Befreundet. 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 Ага. Hat sie Вот, um, вот, ume, вот. Просто опять повторяю, что вот. от Вот, вот. О. ометик, ометиклих. Ум это вот. Это значит, сейчас я объясню этимологию. И она, вот судя по шмыку, она улыбнулась, да? Значит, нет, их зе и родсек шойн бафрайнда ход зи уметеклых, а шмейхал он улыбнулась. Уметеклых это интересное слово, значит, умет, это умет это э, Тоска значит, какая-то. печаль, это может быть беспокойство, в данном случае беспокойство. То есть буквально здесь у нас уменьшительный такой суффикс лах, да, то есть уметик. Уметик это может быть печально, беспокойно, тревожно. А уметик лах, то есть немножко с тревогой. Мгм, мгм. Уметик лах, значит, немножко тревожненько, буквально тревожненько, немножко с некоторой тревогой, да, с некоторой тревогой улыбнулась. То есть смотри, я вижу, Ихзе, я вижу, что вы уже подружились. То есть Шефтел подружился с ее дочкой Светой. Она с Мгм. некоторым беспокойством, так как бы с тревогой, с беспокойством улыбнулась, потому что все-таки ей еще, ну как-то не по себе, что ее бывший человек, в которого, в общем, в которого она влюблена, и он в нее влюблен, вот пришел в гости. Мгм. Дальше. Так, одну минутку, еще одну минутку. Ein минут Так. Шефтел. Мгм. Еще одну минуточку Шефтел. Ну, еще одну минуту Да. Шефтел. Мгм. Мгм. Так, дальше читать. Угу, да. Так, ага. Света, Zeit, Zeit, Zeit. Zeit, Zeit, Света, Zeit Schlafen. schlafen. Света, Угу, пора спать. Ход, угу. Штренг. Так, ход, Штренг. Так, Gesund, Gesorgt. gesorgt, gesorgt Gesorgt. genommen, beleigen, Belegen. belegen, Belegen. belegen das Kind in dem Ausge, Ausgebeten Беттеле. Беттеле. Так, значит, Света, пора спать. Сказала она, ну так вот, силой, с выражением, наверное, да? Строгим голосом сказала. Строго Так, наказала. сказала она. Да. Так, и генумен. Генумен, я напоминаю, в данном случае, значит, генумен это может означать как бы
видовой такой глагол начала действия, то есть принялась, начала укладывать Балейган, начала укладывать вот в эту кроватку. ребенка, Так, ребенка в какую? постельную кроватку. Тут видится как В бы такая тавтология, как бы два раза один и тот же корень, поиск бетен бетова, то есть глагол вот это, то есть бетен тоже надо слово кровать, то есть стелить. расстеленную, да? Уже, наверное, Поиск бетен бетова, то есть корень как бы и то и другое бетен, да, постеленную кроватку. Ну, Михаил с нами где-то. Да, я тут. Так, щас. Так, Последний, Что? последний абзац, я говорю. Да, Goil sie ist. Hot Schäftel von der Seite geguckt auf ihr. Так, ну вот она, это как сейчас, ну тут имеется в виду, как же она хороша, да, вот что-то такое. Ну, да, войл, вот тут надо объяснить, значит, в отличие от, как бы, good, да, есть слово good, это хороший, то есть good здесь, как бы, хорошая девочка, которая себя хорошо ведет, а войл это тоже, значит, хорошая, но вот как по-английски, слово good и слово well, на идише тоже вот есть, значит, good и well, семантика немножко другая, но, в общем, well это она так вот, как бы, ну, если на современном русском, классная во всех отношениях, то есть хорошая и по поведению, хорошая такая вот, может быть, успешная славная, наверное, то да? есть Какая она славная. славная, такая славная девочка, да. Не Войл здесь, Шефтл, такая да, славная. Шефтл посмотрел на нее со стороны. Да, так сбоку посмотрел. Вифл your under Адур. Адур Адур und sie ist Адур. verblieben die selbe Зелбе. Шейне und Шуанке Элке. Сколько лет Да, ну, прошло, конечно, девочку помню, как девочку. А она осталась все та же. она осталась такой же, красивой, как красивой и такой же стройной красивой и элкой. стройной элкой. Ага. Так, Дерганг. Дальше. Дерганг в Дидемл. Дидемол. Походка. Ну, Походка, такая как же, тогда. да, такая же походка, как тогда. Дихор Багудите. Багилдете. Багилдете Ви Демолт. Демл. Значит, волосы золотистые. Багилдете. Ну, буквально позолоченные, то есть такие рыжеватые. Как тогда? Да, как тогда? They seinen ist nor a bissel Lenger Ленгер. für von unten gekreiselt und dergleichen Дердрейхен. Kimat bis are Ире. Ире. ihre Achslech. Акслен. Да, только теперь эти волосы немного длиннее и что-то достают до плеч или что-то такое. Снизу, значит, снизу завитые. Декрайзл. Снизу немножко завитые. Декрайзл. И достигают до ее плечи.
Акслен. Ага. И слово плейтес, это тоже плеч, акслен это тоже плеч. Акслен более такое, как бы более формальное. Значит, стихот фур ир ге геэтент мит фришкейт мит зойберкайт. Ну, что-то такое, что от нее веяло свежестью и легкостью, что-то такое, я так Чистотой, понимаю. зойбер, это чистотой. Свежестью и чистотой. Мгм. Так, ну Павел еще, может быть, чуть-чуть почитает, и тогда к стихам будет. Так, сейчас. Одну секунду буквально. Так, У нас ВОЗ, ВОЗ, вот это, да? Нет, ну что за страница, там еще одна. Elke hat weggelegt das Kind schlafen, zugegangen zum Tisch und bemerkt, als Schäftel nimmt nicht herab die Augen von ihr. Элке уложила ребенка спать, подошла к столу и заметила, что Шефтл не отнимает глаз от нее, условно. Was ich hab sich stark geändert, hat sie still gefragt. Что я так сильно изменилась? Она спросила тихо. Verkehrt. Ich hab dich vergedenkt от wie hab dich gesehen das erste Mal. Наоборот, я тебя запомнил вот такой, какой я тебя увидел в первый раз. Und jetzt siehst du für sich Goronander, Elke. Шефтл. И теперь видишь ты перед собой совершенно другую Элку. Так, Шефтл? Фарвоз, Готер, Коймебрага, Ибер Überhappendig dem Atem Reus gerät und der Field in der selber Rege, als ist roid geworden. Почему он, перехватывая дыхание, Едва переведя дыхание, что ли, выговорил и почувствовал, что в это мгновение, что он покраснел. Значит, Ройтгевор. Ergehot Leutер alter Gewohnheit leicht verworfen die Ohr hin. Альхинтер. Hin. Да, Элке. Лойтер. Так. По старой привычке. По старой привычке. Слегка закинула волосы назад. Слегка закинула волосы назад, да. Вот. Так, может быть, вот следующую фразу со слова «ой» Алла попробуйте. Так, это где? Ну вот, Ой, надо ой. было... Ой, видите? Ой, вот. А, вот, ой, Шефтал, Випл, Эйх, Опять напоминаю, читаем фонетически. Випл, их, оп. Ив, Випл, их. Ив, Па, Пар, да? от, да, от. Дер. Ой, может, я не Дер. так читаю? Вифл и хоп пар одер сайт. Сайт. Так. Может, Zeit я еще не вижу. Да, Zeit. И Барнал. Ибергелеп. Три раза это. Ибергелеп.
Вход, зи, Троерик, труит, газога, Гизок, э, Гизок, гизок, Троерик, гизот, Фрег, гад, а, Бессерни. прек, басар, Бессер, бесер, Бессер, Нит. бесер, нит. Значит, что-то понятно? Ну что-то, ой, так, шефтел и Сколько, Дипол, это сколько? Сколько я и хоп. сколько Хоп, в данном эйн, это же не, да? пород. Дипол и хоп, породер. Сколько я за это время, for other side, Ибергил, Наверное. значит, это пережила. Лэбом это жизнь. М? Иберлэбом пережить. Как по-русски жить. Лэбом пережить. Иберлэб. Ой, шефтов, сколько я за это время пережила. А. Вот здесь троерик, она грустно сказала. Грустно сказала троерик. Троерик грустно сказала. Рак бы Да. нет. Лучше не спрашивай. Значит, у нас синтаксис, когда мы говорим чего-то не делать, не идет в конец, в отличие от русского языка. То есть не спрашивай, фрэгни. Нельзя, например, распространенная фраза меторни, да? Меторни. Распространенная фраза. Ой, Когда у я нас... не всегда слышно. Да, у вас там что-то тоже отрывается. Значит, фрэг, бессер, нет. Лучше не спрашивай. Буквально, если поставить, значит, спрашивай, лучше не. А в повелительном наклонении не отрицание, оно идет в конец. То есть зогнет. Зогнет Кейму, а в Гейздом Лацнувек, если известная песня партизан, никогда не говори зогнит. Не говори. Зогнит. Прыгнет, не спрашивай. Ну, в общем, смотрите, вы уже разобрались, что О это, значит, Комас это О. Так что вам, Алла, просто смотрите, читайте учебник Сандера, я вам тогда дам нужные страницы, потому что мы тут вот все уже как бы грамматику проходили. Вопросы какие-то еще есть. Я вам просто скажу, какие страницы прочитать, чтобы базовую грамматику изучить. Заодно уроки мои у меня выставлены, в принципе, в Ютубе, в Рутубе они выставлены, я вам потом дам ссылку, вам можете смотреть. Ну, в принципе, учебник Сандлера, помимо учебника Сандлера, я очень рекомендую в красном словаре, у вас есть большой красный словарь, так называемый? Да, есть. Советский. В конце там, значит, есть грамматический очерк Фальковича или Фальковича. Он коротенький, Есть. но вообще как в советских словах. Есть. Просто он очень классный, четкий. А, там всё. эта грамматика, она правила там Можно есть. так. Если вы внимательно прочитаете этот очерк Эли Фальковича, там, в общем, все грамматические правила изложены отлично. То есть фактически мало что можно к этому добавить. Вот, так что по грамматике самое лучшее, что по-русски есть, это вот этот советский очерк. Или Фальковича в конце красного словаря, а для упражнений, как бы для более разжеванного материала, это Сандер. Вот, если вы знаете английский, то по-английски много всякого разного есть. Я могу там целый список материалов дать. Многие из которых в интернете есть. Из словарей самый лучший обратный словарь, идиш русский, это Дмитрия Тищенко. Дмитрия Тищенко, словарь, который есть в интернете выставлен.
Фактически это тот же красный словарь, но он, в общем, много лет на это потратил. В обратную сторону повернутый с значительными добавлениями. То есть как бы он из русский идиш сделал из русско-еврейского, еврейско-русский. Самый лучший. Значит, словарь Солдатова, есть такой вот Александр Солдатова. Я, между нами говоря, его не рекомендую, как бы он там много всяких слов, но есть и много странностей. То есть лучшее из того, что есть. Идиш русский, это вот Тищенко. Кто знает французский, очень хороший словарь Неборского. Вот это. Вот такой есть словарь. Вот он очень... И есть классикой считается словарь Уриэля Вайнрейха, который можно тоже скачать. Но он минимальный. Он минимальный, то есть там как бы для начинающих он сойдет, но многих слов, особенно советской лексики, там вы не найдете. Ну вот, так что я потом вам дам материалы. Вот, ну хорошо, Стишировка теперь English мы... Clear 47 года. Для 47 года очень хорошая вещь тоже, да, очень древняя, очень древняя. Там много старых слов, которые больше нигде не найдешь просто. А есть совсем старые словари, есть, значит, есть словарь Дрейзена, есть словарь Лившица, древний еще там 19 века. Там, но мне там определения нравятся просто шикарные. То есть, например, там какой-то вид растения, написано там елка, аминбоем. То есть, как бы он не пытался даже объяснять, там, что такое елка. А это дерево такое, там, кажется, акация, это дерево такое, аминбоем. И в обратную сторону он также пишет, там какое-то слово. Это дерево такое, это вот какая-то вещь. В основном у него Лившиц интересен тем, что он был, в общем, первым таким вот энтузиастом, который создал словарь русско-еврейский, новоеврейский, как он выражался, новоеврейско-русский, русско-еврейский. Но как бы лексикографию он не пытался даже переводить там, соображать, как будет название разных растений, там вот каких-то реалий, которые в местечках, если и называли, то, наверное, просто там по-русски или называли, как бы там какой-нибудь клен, вот дерево, ну, минбоем, то есть дерево такое, то есть вот, и есть словарь Дрейзена, тоже очень замечательный, в таком же стиле построенный. А Шкляр, это, конечно, советская классическая вещь, разработан очень серьезно был. По много старых слов и действительно. Так, ну хорошо, значит, у нас, в общем, творение еще осталось. Творение еще осталось, это сонет. Готический сонет Ицхака Мангера. Значит, вот Ольга, пускай попробует. Ольга нас слышит? Ольга нас слышит? Так, слышно меня? Да. Слышно? Да? Так, совес. Это совы? Неужели совы? Конечно. Совы, да? Так, дисовес ближе, так, блишен. Так, блишен. Ага, так, полное слово. Так, нет, фосфорен, нит, ди, ойген, шарф, цудер, штот, вос, шлофт, цудер, штот, вос, шлофт. Так, по предложению переводим или по катренам?
Можно по Катренам. Ага. Так, die Lompfte, нет, die Ломпн. Lompfle, Помпон, помпон, Ein, ein, Einedreit, eingedreht. 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 Die Eingedreht. 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 Dreht. Mhm. Mhm. Die Fliegel, так, Заере, Зейра. Тимерл, так, Тимерн, Цитерн. Тимер, Цитерн. Это цитерн. да, Нервес. это Титерн, Нервес. нарван, Нервес, Нервес. 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 Seinen Грейт. Great, seinen Great zu Trogen, zu Trogen, Роган. Роган. Zaire, Viste, Турес. 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 Значит, здесь это слово древнееврейского происхождения. Псурес. Псурес. Турес. Psures. Ага. Psures wo me darf. Мгм. Так, Вот здесь как совы. раз со словом блищен пример согласного ща. Вот видите, как бы Ага. триграф. Шин. Ой, да, пока прочтешь, тяжко. Так, значит, ну, сверкают фосфором в глазах, в остром взгляде, в острых глазах, наверное, вот эти совы, да? Ну, получается, бросают взгляд на город, который спит. Так, Фонари лом. прикручены. А, Но это вот раньше да, фонари, фонари, лампы. лампы прикручены, айнгедрей. То есть, ну, на ночь их прикручивали. Ага. Ходили фонарики, прикручивали фонари. То есть, как бы фонари уже на ночь погашены, прикручены. Die Lampen eingedreht. Вообще в литературном идише обычно множественное число от lamp, но в диалектах бывает lampen. То есть вот у Мангера мы видим lampen. Ага, это бессарабский какой-то вариант у Ну, него. да. Угу. Ну, Так, вообще он изначально был Черновцов, то есть как бы бессарабско-буковинский. угу. Так, крылья, их Их. трепещут, цитерн, да? Ну, Нервозно. Да, нервно трепещут. Цитерн. Угу. Так, они, значит, свой грай, ну да, какие звуки Они издают? готовы. Так, они готовы нести свои висте. Ну вот не знаю, что такое висте. Это очень интересное прилагательное, потому что, как бы, в принципе, виста это синоним пусто, то есть вот пустые, как бы, но виста обычно имеется в виду, как бы, не пустые, а какие-то пустынные, приносимые откуда-то вот из какой-то мглы, то есть вот виста псурес, то есть вести. Псурес это вести. Вумедарф. Да, значит, куда следует, куда положено, куда надо. То есть вот Значит, они готовы куда угодно, да, куда надо. в общем, естественно, вести из какуда-то из пустоты, из тьмы, то есть, в общем, ассоциация такая, что это какие-то вот такие вот вести, которые
недобрые. Ага, так, die Herbst, Nacht, Фингер. Finert, äh, Фингер. Меня, Ай- значит, тут нас предупреждают, что Zoom у нас сейчас закончится, поэтому, может быть, вот Павел прочитает, попробует. Тут хитрое, в общем, есть слово одно. Вот. Ну да. Die Herbstnacht fingert auf der alter Regenharf. Нет, ав Ein здесь ав. Фингер авдер алтер. Это не фингер. Фингер авдер алтер. der alter Regenharf. Айлюлю Скейндл, что ли? Зокендел. Вот начинается. Зокендел. Айлюлю Зокендл. Старик. Зокендел. Старичок. Aha, da Lüle Sockendal, dem Middenwald, was drimmelt, eingekortschet und behalt, die jüngste Beimer war die Hek mit seiner Schar. Ингстер. Die jüngste Beimer war die Hek. Ингстер, потому что это неправильно. Ингстер Бен. Jüngste Beimer war die Hek mit seiner Schar. Ага, то есть осенняя Опять же, ночь. смотрите, диалект. Осень обычно в мужском роде, но у Мангера в женском декор. Die Но Herbst. диалектный. Значит, фингер перебирает пальцами, ночь перебирает пальцами на старой арфе дождя. Харф это арфа получается. Да, обычно харфе. Харфе, но опять же у него вот в диалекте как бы сокращение харф, как по-английски харф. Харф, раган харф. То есть Айлю. ночь. Айлюлю. Зокндал это старичок какой-то или старуха вот с Кейна? Старичок. Зокон это старик. Зокон это старичок. Старичок. Усталому лесу. Усталому лесу Дем Миденвалд, который дремлет, скорченный и багалт, ну, что-то как-то. Прячет. И прячет молодые деревья от топора с его острым лезвием, что ли. Топор. Дигек. Да, то есть лес как бы тут лес одушевленный, это леший фактически получается. Вот, а теперь так, у нас Михаил есть. Михаил, попробуйте прочитать. Так, die Sowas spreiten aus die Fliegel, sie schläft die Stadt mit eingetreten Lampen, Ойберштинсбород. Ойберштот Бород. Ойберштинс, но обычно говорят Ойберштинсбород. Унанен nicht die Wiste Bsures Фуем Ну, я тут перевести, то значит, совы расправляют крылья, шпрейтеной, расправляют крылья. Город спит? Да, значит, за загашенными, с подверченными лампами, фонарями. А в Ойберштинсбород, значит, буквально это как бы на куда Бог пошлет. И Дрейберштер это, значит, Всевышний. Обычно говорят Авгодсбород, но тут он вот Ойберштинсбород, Ойберштинсбород. То есть как бы спят, и Бог весть как бы куда все это, что будет, то есть как бы вот как бы на Бог весть как, Бог весть куда, наоборот, то есть в общем как бы полагаясь на волю Творца, полагаясь на судьбу. Он анен это редкое слово, и анен не чуют
и вот эти мглистые какие-то пустынные действия. Ну, и я прочитаю концовку. Besovas fleen una vire till levaje bestot wacht uf verschrokken de gehetste haaien Тизерфоном Мойредек Бекмейш Нау. Значит, совы летят, и буквально или ника, то есть летят по линии. Какое-то, в общем, довольно такая непонятная конструкция, но, в общем, совы летят или ника. Совы летят прямо, да, в общем, тихо, как на похоронах, что ливая. А город просыпается напуганный, как разъяренный зверь, гехетская хая, а лицо его, да, он с Ирпонем, и лицо его, ой, страшно морщин. Да, такое стихотворение. Наверное, Но, кстати, я очень рекомендую его, хорошее стихотворение, образность, такая вот балладная, очень интересная. То есть, в общем, это сонет, но по стилю, в общем, это такая как бы короткая баллада про то, как вот, значит, совы, как мы знаем, символизирует, в общем, что-то такое европейская культура странная, мрачная, непонятная. Вот они летят из леса, а город, значит, лес это леший, а город это какой-то такой тоже, как домовой, который вот просыпается в ужасе от того, что на него налетает это. Вести из леса прилетают. Ну, в общем, смотрите, советую это стихотворение внимательно прочитать. Синтаксически оно довольно-таки необычное, потому что «Besovas fleen una vire» довольно необычный текст. ну, это имеется в виду совы летят вереницей, такой, наверное, смысл. Вот. Да, но почему una vira, я бы сказал. А это может быть просто опечатка. Вот до меня не дошло, потому что я посмотрел una vira. Это, наверное, ina vira. Наверно. Ina vira. Тогда понятно. Вереница. Это опечатка просто. Должно быть имя. Вот это. Даже тоже обращаем внимание, что в хороших изданиях иногда вот думаешь, что что-то непонятное, на самом деле это просто опечатка. Даже у поэтов-классиков и на Вера, конечно, да. То вылетят вереницы. Так, ну что ж, мне уже надо бежать как раз на мероприятие. Вроде как сегодня хорошо позанимались. Вот, Алла, большое спасибо, приходите. Значит, я вам дал материал дополнительный, чтобы вот быстро под... Единственное, все здорово. Единственное, вот бывает настолько связь прерывается, что половина ваших слов не слышно. Ну, у вас там тоже что-то прерывается. В общем, хорошо. В следующий раз приходите. Я вам дам материалы, так что, в общем, вы это тоже скоро нагоните. Будем... Единственное, что с телефона, наверное, тяжело заниматься. Лучше, конечно, с компьютера, безусловно, да, потому что экран больше. В общем, Попробую с планшета. лучше с планшета, конечно, да. Ладно, Хорошо. Хорошо. все, тогда до следующего раза. Спасибо. Всем успехов. Guten Dank, Эль. Да, sei gesund, erscheinen Dank für den Kommen, bis bald, seid mir bald. gesund. Вот. Зергизон. Да, Гизон. Вот. Вот. Мне легче на иврите, конечно. Что слова? По-моему, был, да. Вообще, это нужно раздевать.